казахском алфавите не будет больше апострофов. Не, в натуре класс. Но... Заебись. Четко. Получается у вас действительно. Умеете. Могете просто. А я, между прочим, с самого начала был против апострофов. Ко всему, но ничего не ждем. Не знаю почему, но знаю почем. Самый... Помните, в прошлом выпуске я раскритиковал апострофы. В общем, их тут же отменили. Совпадение, не думаю. А сегодня мы поговорим вот о чем. В последнее время среди казахстанской молодежи становится модно уезжать за рубеж на ПМЖ. И наша героиня, ее зовут Рауан Мауленова, она не исключение. Она алматинка, она уехала в Шотландию еще в 2010 году. И вот уже 8 лет она живет в Шотландии и самостоятельно воспитывает там своего сына. Живу сейчас в Великобритании, воспитываю ребенка. Много любимых занятий. Хожу на спорт, играю в гольф. И одно из моих сейчас увлечений – это у меня маленькое хобби, мои десерты французские. Было много вариантов. Во-первых, Англия меня связывает, как я вам до этого показала, когда переезжала, я нашла в своих архивах детские архивы. Это, наверное, судьба определенная. В 1989 году, 24 декабря, я, ребенок советский, нарисовала своей рукой флаг Великобритании. Это только сейчас вот я вспомнила, и когда нашла эти зарисовки. Наверное, это и должно было быть. Великобритания, потому что, наверное, с 2005 года я работаю в этой стране. Работала на британскую компанию. Полюбила эту страну. Любила всем сердцем. И ребенок у меня здесь родился, сын мой Алан. Ему уже 5 лет, он пошел в 1 класс. Это моя гордость, это моя опора, мое счастье. Ну, почему? Я не знаю, наверное, было так суждено. Наверное, было так суждено на самом деле, чтобы я пустила корни именно в этой стране. Да. Первая моя поездка была, это 2002-2003 год, уже не помню. Я поехала в Голландию. Там проходила выставка, очень известная Флориант, которая проходит раз в 10 лет. И, конечно, тогда для меня это был культурный шок, потому что настолько зеленая, чистая, цветов так много, и люди совсем другие. Конечно, это было очень приятно. Что отличает? Для меня. Да. Для меня это чувство защищенности, чувство независимости и комфорт. Мне комфортно здесь. Я чувствую себя больше независимо здесь и как бы защищена. Что у нас здесь? О, здесь у нас как бы гостевая спальня. Так. Ну вот когда я рассказывала вам про Homebase, про садовый, конечно же, про садовый центр, я вот такая ненормальная, я заранее купила садовую мебель. А наша не кричи, но не имею. Пойдемте. Здесь у нас постирочная. Очень удобно. Это спальня основная. По-нашему, по-казахски. Мебель везла с Казахстана. Да. Вот самая большая комната, где, конечно, основная наша жизнь проходит. Гостиная. Гостиная вместе, да, с кухней, где я делаю свои маленькие шедевры, где у меня творятся мои торты. Подождите, я тоже хочу. Меня
сфотографировали. И тебя сфотографировали. Вот так, молодец. Я стараюсь каждый год съездить. Я обязательно посещаю могилы дедушек, бабушек, сестры своей родной. Я встречаюсь с друзьями. Я получаю много позитивного, эмоционально на взлете. Когда я вижу, могу обнять всех родных, друзей, знакомых, даже просто пройти по улицам родным, мимо школы, университета, встретить в ресторане друзей, сокурсников или бывших коллег. Конечно, это очень большого стоит. Большого. Даже не бывает такое, чтоб я там на неделю приехал. Нет, если еду, то обязательно на месяц, чтобы так, по-нашему, надо гулять. Каникулы, да. И эти вот все 10 лет так и было, что кто-то ездит куда-то, а я езжу в Казахстан. Я еду домой. Для меня это самые большие каникулы. Погулять, побешпармачить, по гостям походить, по родным улочкам, уголочкам. Бывает, бывает. Я даже на площадке здесь встретила девочку, услышала, что она по-русски с ребенком говорит. Сама подхожу, вижу, у меня здесь близкая подруга есть, единственная, очень близкая. Она мне как член семьи, Ольга. И мы также с ней познакомились с Олей на детском развитии кружке детей. Она была со своими близнецами, и она была на русском, с ними разговаривала. Я подошла и сказала: здравствуй, меня зовут Рауана, хочешь или не хочешь, мы будем с тобой дружить. Это был 2013 год, и вот, дай бог, мы до сих пор дружим. Поэтому, знаете, все равно оно как бы свое есть свое. И не надо объяснять, и не надо что-то притворяться. Свой человек, он всегда с полуслова поймет. Да, с полувзгляда, даже так. Ой, мне кажется, по всей Великобритании очень много. Очень много семей, которые уже давно здесь осели, живут. Дети ходят в школы, в институты. Но я не могу, я не владею этой статистикой, я не могу вам сказать цифры. Но очень часто, да, встречаешь свои родные лица. Да, очень приятно. Мы учимся в государственной школе по месту района. Как я и говорила, что я старалась выбирать район лучше, где смотрела специально, где каждый год в интернете ни от кого не скрывается рейтинг школ, где говорят, какие достижения студенты достигли и какая школа какое место заняла. Вот. Район для проживания я всегда подбирала из рейтинга школы. Алан ходит в первый класс. Первый класс у нас система никак, мы пошли в 7 лет. Алан пошел в 5 лет в государственную школу с 9 до 3 занятия. Очень счастлив. Очень, знаете, образование идет в такой играющей обстановке, без никакого давления, без никакого стресса для ребенка. В дальнейшем пойдет в институт, после праймари пойдет high school, потом пойдет в институт, дай бог, а потом дальше жизнь покажет. Да. Образование хорошее, образование есть как и государственное, так и частное, ну, в зависимости от возможностей каждой семьи. Это вот не каждый может пройти вот этот вот сложный, вы знаете, это на самом деле очень сложный этап жизни иммиграция. И когда иногда смотришь, мужчины, вот если одинокие мужчины едут, допустим, они ломаются, это сложно, не каждому это дано, да. У меня несколько примеров было, что женщины, они как-то намного сильнее, и они вот как-то цель поставили, и они идут к ней. И это индивидуальный вопрос. Я не знаю, почему, допустим, люди едут из Казахстана в другие страны, а кто-то, наоборот, и мечтает в Казахстан приехать. Вот посмотрите, я тоже читаю много, да, бывает там из Киргизии люди мечтают и переехать, и
жить в нашей республике, в нашей стране. У каждого это понятие очень разное у каждого человека. Но молодежь, она всегда, пока молодые, вот на самом деле не зря говорят, дерзайте, пока молодой. Пока молодой, есть энергия, есть стимул, есть желание. Кажется, все горы можно перевернуть, да, поэтому, может быть, в поисках чего-то лучшего, интересного, комфортного они и едут, да. Но я не могу ответить на этот вопрос, почему молодежь едет. В поисках лучшей жизни, вот и все, на мой взгляд. Не надо все рубить сгоряча. 7 раз лучше отмерь, чем 1 раз отрезать. Хоть даже 7 раз съезди в эту страну в разные, допустим, времена года, чтобы ощутить себя. Надо, конечно, все подумать. Но если вы приняли решение, вы должны знать, что это не будет легко. Надо быть готовым ко всему. И разочарования, и падения будут, и какой-то страх, и переживания, и слезы, и горечь, и злость может возникнуть, зачем я это все сделал, ради чего, и сожаление. Но раз сделал, уже сделал, назад не вернуть. Иди вперед. Как моя одна знакомая сказала, мне была Матирова, она говорит, но то у нас и нету глаз. Мам, у нас глаза впереди. Иди вперед и не смотри, что было там. У них нету такого тонкого чувства юмора, как у нас. Потому что, чтобы смотреть наших, допустим, Жванецкого и послушать, насколько тонко человек рассуждает о каких-то гранях, им этого не понять. Мы намного душевнее, мы намного эмоциональнее, мы намного открытие. Я считаю, что мы намного порядочнее, честны перед друг другом. Они, да, они такие, они улыбаются, они спросят, как дела, все ли хорошо. А на самом деле это, знаете, такие фразы, которые уже избитые, и в них нету никаких чувств. А мы умеем сопереживать, мы умеем людей поддержать, мы умеем подбодрить, мы много чего умеем, чего им не дано. Спрашивают, да, откуда вы родом, говоришь, с Казахстана. Многие люди, конечно, грамотные, они все знают, они рассказывают, они говорят, ой, а на той неделе мы видели National Geographic, там был такой хороший сюжет про вашу страну. Конечно, да, некоторые называют нашего президента, даже фамилию, да. Мне говорят, вот мы не знаем имя, а мы знаем, что у вас президент Назарбаев, и это очень приятно, да. Одна женщина, у нее муж работал в Казахстане, так она даже назвала Атырау город и Алмату. Тоже приятно. Ну, кстати, я хочу сказать, недавно я была в Homebase, это такой магазин, где продают там садовую мебель, инструменты, краски, шило, мыло. И подходят ко мне 2 сотрудника, и один говорит, вы знаете что, я вот со своим коллегой поспорил на 20 фунтов. Он говорит, что вы с Китая, а я говорю, что вы с Казахстана. Я говорю, а кто сказал, что с Казахстана? Он говорит, я говорю. Я говорю, ты молодец. Я говорю, откуда ты узнал? Он говорит, ну как же, Селтик же играл с Казахстаном, вы другие. Да? Вы не похожи на китайцев. Я говорю, ну вот хорошо. Говорю, ну и раз ты был уверен, что ж ты так мало поставил 20 фунтов на кон? Надо было 200. Поэтому тоже смешно. Вот видите, вот эта вот игра, на самом деле, даже если человек не интересуется географией, там, Азии, да, вот, пожалуйста, любитель спорта. Обыкновенный мужчина, который работает грузчиком каждодневно, но он знает, что такое, где находится Казахстан, что за страна, да, благодаря футболу, своему хобби.
тоже хорошее. Вы знаете, мне тоже очень понравилось, знаете. Мне было очень приятно на душе, что благодаря футболу люди могут распознавать Китай, или Япония, или девочка из Казахстана.